Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Видеомост Сухом Москва. Старт 5-го конкурса лаборатории Алисы Гицбам. Проект открывает вокалистам путь на ведущие площадки России. За 1 год Абхазский театр выпустил 9 премьер, открыл собственный музей, подвели итоги зрительского голосования. На платформе ГУМА состоялось вручение сертификатов участникам киношколы. 130 выпускников презентовали свои киноработы. Президент Абхазии Бадыр Агунба принял губернатора Калужской области Владислава Шапша, который прибыл в республику с рабочим визитом. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Приветствую, президент. Добрый день, вас видеть. Очень приятно. Уважаемый Владислав Валерьевич, позвольте еще раз поприветствовать вас, рады вас видеть. Действительно, за неполный год мы уже второй раз встречаемся. Это говорит о том, что у нас активно развиваются взаимоотношения. Ну, конечно же, развитие взаимоотношений не может быть без человеческих взаимоотношений. Мне очень приятно приветствовать вас в Абхазии. Надеюсь, что тот уровень взаимоотношений, который выстраивается сегодня между вашим регионом, республикой нашей, даст возможность жителям, гражданам, проживающим и как в регионе, так и в республике, взаимодействовать, выстраивать особый уровень взаимоотношений. В целом, конечно же, для нас очень важно развитие взаимоотношений в целом с Российской Федерацией. Для нас это очень важное, судьбоносное, стратегическое взаимоотношение. Именно благодаря, в том числе и поддержке Российской Федерации, мы достигаем тех результатов, которые очевидны для наших граждан. Это возможности для экономики республики и очень ключевые направления, такие как безопасность, военное сотрудничество, политическое взаимодействие. Это нам дает возможность, конечно же, развиваться, и мы благодарны за ту поддержку, которую оказывает нам Российская Федерация в целом. И, конечно же, в рамках этих взаимоотношений, выстраивания отношений с регионами Российской Федерации также является важной деятельностью. Благодарю вас за поддержку, за отношения. Буквально несколько месяцев тому назад на экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве. У нас появятся новые возможности для взаимодействия, товарооборот между регионом и нашей республикой в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос на 66%. То есть это довольно-таки серьезные показатели. Я уверен, что мы все нацелены на сохранение такой динамики. Уважаемый господин президент Бадыр Зурабович, мне очень приятно видеть вас, быть у вас в гостях. Для нас большая честь для нашей делегации быть сегодня на гостеприимной абхазской земле. И прежде чем начать свое выступление, я бы хотел присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения и пожелать вам и здоровья, и мудрости, и успехов на благо Абхазии. Вы отметили, что подписали меморандум о взаимопонимании. Товарооборот 66%. За первое полугодие этого года 3,5 раза уже выросло по отношению даже к тем значительному. Такой динамика хорошая. Мы поставляем в Абхазию продукты, бумагу, бытовую химию. Конечно, заинтересованы во встречных потоках, особенно в сельхозпродукции. Мы сегодня один из ведущих промышленных центров России. При этом сельское хозяйство для нас это стратегический приоритет. Молочное животноводство, мясное животноводство, птицеводство, тепличные комплексы, глубокая переработка зерна. Есть конкретный инвестиционный пример нашего сотрудничества. Вот госпожа София Беглава восстанавливает здесь у себя на родине цитрусовые сады Абхазии и планирует переработку урожая. И мы, соответственно, готовы предложить ей одну из наших производственных площадок с инфраструктурой для того, чтобы выпускать там соки, джемы, пюре. Все это востребовано и в молочной, и в кондитерской промышленности.
А наш мультимодальный центр, который на севере Калужской области работает, является одним из крупнейших у границ Москвы. Это хорошая возможность выстраивать новые логистические цепочки между нашим регионом и Абхазией. В гуманитарной сфере у нас тоже серьезные перспективы. Мы очень внимательно следили за Российско-Абхазским молодежным форумом. Здесь были наши представители и обсуждали вопросы волонтерства, совместной инициативы. Но опыт есть такой у нас, мы открыты к обмену. В спорт нас сближает. В мае ваша юношеская волейбольная команда участвовал в соревнованиях у нас в Калужской области. И принимать, конечно, таких гостей для нас это всегда и честь большая, и удовольствие. Образование. Мы открыли первый в стране федеральный технопарк профессионального образования. Это учреждение, которое не только готовит специалистов по рабочим профессиям, но и проводит стажировки для преподавателей со всей страны. По самым современным, там более 30 лабораторий сделано. Вот возможность такая есть и у ваших специалистов приехать, посмотреть, как у нас это организовано. Мы говорили в прошлый раз, обсуждали вопрос ядерной медицины. Мурашко Михаил Альбертович назвал Калужскую область, и Огненск, в частности, центром медицины, это правда, в стране. И сегодня в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии проходит лечение и ваши граждане. Это очень важная история. И готовы и совместные телемедицинские консультации проводить, и консилиум, и стажировку для врачей, для ваших. Перспективы сотрудничества между Калужской областью и Республикой Абхазия обсудили вице-премьер Вараздат Минасян и заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов. Ключевой темой переговоров стало взаимодействие в сфере образования, в частности, подготовка кадров для агропромышленного комплекса. Особое внимание было уделено сотрудничеству с Калужским филиалом Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. В рамках достигнутых договоренностей рассматривается возможность приема абхазских студентов и абитуриентов для обучения по востребованным специальностям филиала, среди которых агрономия, агроинженерия и ветеринария. Компания «Апсна Ойл» завезла в Абхазию 960 тонн бензина марки АИ-92. Топливо приобретено в рамках контракта с Роснефть, сообщает пресс-служба «Апсна Ойл». Часть полученного топлива, именно 303 тонны, будут переданы по заявкам «Азид», «Алхан» и «Саламандра» для реализации на АЗС этих топливных компаний. Этим компаниям также до конца недели будет передано 380 тонн дизельного топлива. Между тем, Россия начала завозить топливо из других стран, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого. Уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт, рассказал он. Ранее Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизеля и других видов топлива до 1 сентября 2026 года в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Министр экономики Теймураз Мигваби представил коллективу республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» нового генерального директора Льва Квициня. Ранее обязанности генерального директора предприятия исполнял Тенгиз Таркел. Лев Квициня имеет значительный опыт работы в системе государственного управления. Ранее он занимал должность министра по ЧС. Теймураз Мигваби отметил важную роль «Абхазавтодора» в обеспечении надлежащего состояния автомобильных дорог республики, повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожной инфраструктуры, и пожелал Льву Квициня успехов в работе, эффективного взаимодействия с коллективом и решения поставленных перед предприятием задач. В свою очередь Лев Квициня поблагодарил за оказанное доверие и отметил готовность совместно с коллективом работать над повышением эффективности деятельности предприятия и дальнейшим развитием дорожной отрасли республики.
Видеомост Москва-Сухум, посвященный открытию 5-го конкурса лаборатории Алисы Гицба «Музыка. Диалог без расстояний и границ», прошел в пресс-центре «Спутник». Участники обсудили значение исторических и современных культурных связей между Абхазией и Россией, которые продолжают развиваться благодаря совместным проектам. Свыше 750 участников приняли участие в конкурсе лаборатории Алисы Гицба с 2021 года. Было проведено более 140 мероприятий, которые собрали 100 тысяч зрителей офлайн и свыше миллиона онлайн. А в этом году конкурс лаборатории Алисы Гицба «Музыка. Диалог без расстояний и границ» отмечает свое 5-летие. Кульминация юбилейного конкурса пройдет в столице Абхазии – Сухуми. В этом юбилейном концерте будет принимать участие Государственный камерный оркестр под руководством маэстро, народного артиста республики Давида Терзяна. Концерт пройдет в Абхазском драматическом театре. Там двойной посыл. Конечно, первое – это что отец Алисы Шалвовны – известный народный артист Республики Абхазия. И второе – это, безусловно, что Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба – это своего рода такое сердце нашего города, и не только столицы, а вообще в целом всей республики, культовое историческое место, где народ Абхазии любит собираться и гости нашей республики. Поэтому выбор пал на юбилейный концерт именно на этот театр. Музыкальный конкурс лаборатории Алисы Гицба – это не просто конкурс, а международная культурно-образовательная площадка. Он объединяет молодых исполнителей, мастеров театра и филармонии, что имеет большое значение для Абхазии, активно участвующей в этом проекте, отметил министр культуры Даур Кови. Москва и Сухум сегодня стали важнейшими площадками данного проекта, и в сотрудничество вовлечены очень много людей. И, конечно же, культура у нас остается одним из наиболее естественных и эффективных пространств для диалога между нашими странами. По словам народной артистки Абхазии Алисы Гицба, она обращает внимание не только на технические навыки артистов, участвующих в ее конкурсе. Важно и то, как они относятся к произведению, для чего выходят на сцену и что хотят сказать публике. Самое главное для меня – это личность певца. Не просто вокалиста, который исполняет то, что написано в нотах, а то, как он относится к этому произведению, его персоналитет, музыкальность, понимание стилей, владение языками и вообще понимание, ради чего человек выходит на сцену, что он хочет сказать публике. Солист Большого театра России Валерий Макаров отметил, что в отличие от многих других музыкальных конкурсов, где все завершается после вручения грамот, конкурс Гицба позволяет молодым артистам и далее сотрудничать с различными площадками, выступать в регионах России. Ведь самое главное для артиста – это выход на сцену. Певец и артист, он получает опыт и учится только на сцене. И сцена – это лучший учитель. Собственно, конкурс и дает эту возможность постоянно быть на сцене и выносить новые произведения, и вот держать вот этот тот самый артистический контакт зрителя и артиста, быть интересным. И мне кажется, вот чем чаще человек выходит на сцену, тем его бэкграунд, тем его опыт становится выше и богаче. Участники видеомоста обсудили роль конкурса в укреплении дружественных культурных связей между Россией, Абхазией и другими государствами. Юбилейный концерт с участием лауреатов конкурса разных лет состоится в Сухуми 27 октября. Милана Агарба, Ахрамич, Абхазское телевидение. Торжественное закрытие 95-го театрального сезона прошло в Абхазском театре. Мероприятие посетил президент Бадрагунба. Генеральный директор театра, заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, подводя итоги сезона, отметила, что за 1 год театр выпустил 9 премьер и восстановил ряд спектаклей из репертуара прошлых лет. Кроме того, в театре открылся музей. Абитуриенты из Абхазии были направлены на обучение в театральный институт имени Щукина. По
итогам зрительского голосования были названы лучшие артисты, режиссер и постановки 95-го театрального сезона. Лучшим спектаклем признан «Голый король» Евгения Шварца. Постановка также удостоена награды за лучший актерский ансамбль, а исполнитель главной роли Алхас Шамба назван лучшим актером сезона. Звание лучшего режиссера получил от Гуркови за постановку «Король Лир». Лана Джупу отмечена наградой за лучшую женскую роль Корделию в спектакле «Король Лир». В номинации «Лучшая женская роль» второго плана победила Ашна Хакба. Лучшим актером второго плана стал Саид Кокоскерия, исполнивший роли Кеннеди и Лорда в спектакле Мария Стюарт. Награду за лучшее звуковое оформление получил Алан Чамлар за работу над спектаклем «Чайка» Антона Чехова. Лучшим художником по костюмам признана Диана Допуа, а лучшим художником-постановщиком Гарри Дочи за спектакль «Эшелон» Михаила Рощина. Голосование проводилось среди зрителей в фойе театра, где были размещены анкеты с перечнем актеров, режиссеров и названий спектаклей. На арт-станции ГУМА прошло вручение сертификатов слушателям киношколы, которая была организована в рамках конкурса «Созидатели Абхазии». В ходе обучения участники познали разные направления киноиндустрии. Подробности в репортаже Миланы Агарба. Команда ОАО «Гуаща» стала победителем конкурса «Созидатели Абхазии», который проводился при поддержке Фонда президентских грантов. Они реализуют проект «Кино и медиашколы Абхазии», в рамках которого уже приняли участие более 130 человек. Обучение длилось с февраля по май. Эта программа именно направлена на обучение кинопрофессиям. Далее, после того, как ребята уже закончили образовательную часть, мы приступили к съемкам фильма. И у нас уже ребята сняли 4 фильма, 2 из которых мы сегодня покажем. И мы планируем продолжать. У нас даже есть очень хорошие предложения. В ходе обучения в киношколе слушатели осваивали различные направления, такие как операторское мастерство, звукорежиссерство, монтаж, актерство. Как отмечают сами участники, они не сталкивались с серьезными трудностями в процессе обучения. Главное, что они вынесли из курса, это упорство и желание. В ходе данного фильма, который мы делали, заняло более-менее недельку, примерно в этом округе. Снятие фильма нам обошлось тяжело, но мы смогли достичь определенного уровня, которого достаточно для того, чтобы показать людям, чтобы им понравилось. Этот проект мне дал много чего. В первую очередь опыт, понятное дело, и возможности. Я бы, конечно, хотела ежегодный отбор, потому что это шикарная возможность для всех творческих людей как-то показать себя. Поскольку у нас состав был в основном маленьких детей, это от 10 до 12 лет, очень хорошо осваивали программу, которую нам давал наш непосредственный мастер по актерскому мастерству. И с моими указаниями тоже они очень легко справлялись. В принципе, я остался доволен. Актерское мастерство мне нравится больше творчеством, и потому что режиссер из меня очень плохой, и я занималась актерством еще до этого, и поэтому я пошла на актерство. И никогда не надо стесняться, так как в актерском мастерстве ты должен показывать свой талант. Всем участникам киношколы выдали сертификаты о том, что они прослушали курсы мастер-классов. На этой встрече также показали фильмы, которые были сняты в рамках проекта. Милана Агарба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. В пятницу, 22 августа, в Абхазии ожидается ночью и утром небольшая облачность, днем преимущественно ясная жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.